Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана помиловал 736 человек. В Ашхабаде открыли 13 новых жилых домов. Туркменистан начинает подготовку к Олимпиаде в Лос-Анджелесе. И другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета министров. На мероприятии обсуждались ключевые задачи социально-экономического развития страны, рассматривались проекты документов и были приняты важные решения. В заседании приняли участие члены Государственного совета безопасности, а также руководители регионов и столицы. Одним из значимых решений стало подписание президентом указа о помиловании 736 осужденных граждан в честь предстоящего Дня независимости Туркменистана. Сердар Бердымухамедов поручил секретарю Государственного совета безопасности совместно с руководителями правоохранительных органов провести все необходимые мероприятия для скорейшего освобождения помилованных лиц и их возвращения домой к своим семьям. Также хакимам вилаятов и трапов и городов поручено обеспечить помилованных работой. Президент Туркменистана подписал распоряжение о создании Государственного организационного комитета для проведения международного форума, посвященного 300-летию со дня рождения Махтум Кулиев Раги. Мероприятие запланировано на октябрь этого года в Ашхабаде. В ходе заседания был подписан указ о принятии в гражданство Туркменистана, согласно которому 1146 человек, постоянно проживающих на территории страны и не имеющих гражданства, получили туркменское гражданство. Новые граждане являются представителями 29 национальностей. Кроме того, президент Туркменистана подписал постановление, дающее разрешение на проживание в стране группе иностранных граждан. Согласно информации, на получение разрешения на проживание в Туркменистане были зарегистрированы обращения от 134 человек, представляющих 6 зарубежных государств и 15 национальностей. В ближайшие дни планируется провести церемонию вручения паспортов и соответствующих документов в здании Государственной миграционной службы. В преддверии 33-й годовщины независимости Туркменистана в жилом комплексе «Парахат-7» в Ашхабаде состоялось торжественное открытие 13 новых 9-этажных жилых домов и парка. Новые 9-этажные дома, рассчитанные на 54 и 36 квартир, построены с использованием передовых технологий и оборудованы всем необходимым для комфортного проживания. Прилегающая территория благоустроена, создана соответствующая инфраструктура. Для отдыха жителей разбит уютный парк с зелеными зонами. В ноябре 2024 года в Ашхабаде состоится концерт, посвященный столетию со дня рождения легендарного французско-армянского шансонье Шарля Азнавура. Мероприятие пройдет во дворце Мукамов. Государственный симфонический оркестр Туркменистана исполнит произведение всемирно известного артиста, чье творчество стало символом культурного моста между Востоком и Западом. Программа концерта будет включать самые известные композиции Азнавура в симфонической обработке. Кроме того, в октябре 2024 года в Туркменистане пройдут Дни культуры Республики Армения, включающие разнообразные мероприятия, посвященные армянской культуре и истории. Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб достигли нового рубежа в истории космических полетов. 20 сентября в 18:06 по ашхабадскому времени они превзошли рекорд продолжительности одной миссии на Международной космической станции. Кононенко и Чуб начали свою миссию 15 сентября 2023 года. Планируется, что свою рекордную миссию они завершат 23 сентября, вернувшись на Землю. Семья из Великобритании столкнулась с неожиданной проблемой при оформлении загранпаспорта для своего 7-летнего сына Локи Скайуокера Моубрея. МВД страны первоначально отказала в выдаче документа, сославшись на возможное нарушение авторских прав Дисней. Родители Локи, бывшие военнослужащие Кристиан и Бекки Моубрей, выбрали второе имя сына в честь персонажа «Звездных войн» Люка Скайуокера. Мальчик родился 4 мая, в день, когда фанаты отмечают День Звездных войн. Туркменистан приступает к активной подготовке национальных сборных команд к летним Олимпийским и Паралимпийским играм, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году. Заместитель председателя Кабинета министров Байрамгуль Ораздурдыева предложила создать организационный комитет и разработать программу комплексной подготовки спортсменов. План включает организацию тренировок и сборов на базе Олимпийского городка в Ашхабаде и спортивного комплекса в национальной туристической зоне Аваза. На недавней Олимпиаде 2024 в Париже Туркменистан представляли 6 спортсменов в различных дисциплинах. На Паралимпийских играх также выступила туркменская спортсменка в соревнованиях по парапауэрлифтингу.
Особого внимания заслуживает историческое достижение Туркменистана на Олимпийских играх в Токио, где Полина Гурьева под руководством главного тренера национальной сборной Артура Эмиряна завоевала первую и пока единственную в истории независимого Туркменистана олимпийскую медаль – серебро по тяжелой атлетике весовой категории до 59 килограммов. Ее результат в сумме двоеборья составил рекордные 217 килограммов. Международная федерация футбола обновила рейтинг национальных сборных. Туркменистан в нем поднялся на 2 позиции и теперь занимает 142 место. Лидерами рейтинга по-прежнему являются действующие чемпионы мира, сборная Аргентины. 2-е место занимает сборная Франции, 3-я команда Испании. В азиатском рейтинге лидирует команда Японии, следом за ней идут Иран, Республика Корея, Австралия и Катар. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.